Это служит явным доказательством тому, что у них отсутствует разум, так как тот, кому Аллах даровал разум, различает между истиной и ложью. Те, кому поклоняются помимо Аллаха, не способны принести никакой пользы. И сегодня есть те, которые поклоняются Бадави. Также есть те, которые поклоняются могилам. Есть те, которые поклоняются идолам. Однако они ничем не помогут им перед Аллахом. Также есть и такой, который предает Аллаху в сотоварищи в его законодательстве. И он судит не по шариату Аллаха, оставляет шариат Аллаха, оставляет закон Аллаха, чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных. Затем этот человек правит среди людей, опираясь на мнение иудеев и христиан, опираясь на мнение светских людей, опираясь на помои человеческих умов, если бы у них была бы хоть капля разума, как это сегодня описывают средства массовой информации, говоря, что необходимо следовать разуму и править тагутом, и подобное является невеждой, у которого нет разума, так как если бы у него был разум, то он бы подчинился Аллаху, но так как он подчинился шайтану, стало ясно, что он глупец. И если он правит не по шариату Аллаха, даже если он убежден, что шариат Аллаха лучше, то он является мушриком, и это убеждение ему не поможет. Это убеждение ему не поможет. Это убеждение не избавит его от мучений в огне. Ведь суть в поступках не помогла мушрикам их убежденность в том, что Аллах является Творцом, дарующим пропитание и управляющим, в то время как они поклонялись иному помимо Аллаха. Тот, кто правит не по шариату Аллаха, к примеру, как тот, кто правит, ссылаясь на выдуманные законы, он подобен тому, кто поклоняется могилам и идолам. Нет разницы между ними в куфре и в вероотступничестве. Если же он тебе скажет: «Я не убежден в этом», или же скажет мушрик: «У меня нет убеждения, что такой-то может принести мне пользу. Он является лишь посредником, и я беру его лишь в качестве посредника». Так какая же разница между этим и тем? И никто не принимает решений вместе с ним. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются кафирами. Известно, что правление не по шариату Аллаха является неверием в божественность Аллаха, а также неверием в его господство и неверием в его имена и качества. Неверие в божественность Аллаха потому, что это является отрицанием его божественности. Неверие в господство Аллаха потому, что это отрицание правления Аллаха. Неверие в имена и качества Аллаха потому, что одно из его имен Аль-Хакам, Аллах судящий. К нему возвращается решение. Решение принимает только Аллах. Таким образом, он проявляет неверие в это великое имя. Это доказательство на то, что он является кафиром, исходя из всех видов единобожия. И это особенный вид ширка, более величественный в неверии. Тем более, что они обязывают этим людей, тем самым притесняя их, и правят среди них не по шариату Аллаха Всевышнего. Всевышний Аллах говорит: решение принимает только Аллах, а они говорят: решение принимаем только мы. И что это значит? Это значит, что они хотят соревноваться с Аллахом в его господстве, в его божественности и в его именах и атрибутах. И что хуже этого, они обязывают этим людей. То есть, если он просто судит не по закону Аллаха, то он становится кафиром. Если он поменял какой-либо закон Аллаха на другой закон, то это другой вид куфра. Но если он обязывает этим других, то тем самым ставит себя на место законодателя. И в подобном человеке собралось все виды куфра. Тем же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются кафирами. Кафиры потому, что оставили шариат Аллаха. Кафиры потому, что заменили шариат Аллаха на другой. Кафиры потому, что правят по аннулированному закону. Того же, кто не согласится с ними в этом, ждет тюрьма или смерть. Но это не навредит человеку ничем, потому что он был создан только для того, чтобы уединить Аллаха в поклонении. Уединить Аллаха в поклонении и противостоять этим заблуждениям в обществе. И если он будет убит из-за своей религии, то станет шахидом, и его награда у Аллаха